Уроки 9-10. Древние города Казахстана. Сравните темы. Можно ли по названию определить, какие это будут тексты, повествования, описания или рассуждения? А. Путешествие по Казахстану. Б. Почему Домбра и юрта отнесены к 7 чудесам Казахстана? В. Рисунки Тамгалы. А будет повествование, Б будет рассуждение, В будет описание. Читаем и говорим. Вспомните основные типы речи. Повествование, описание, рассуждение. В повествовании говорится о действиях и событиях. В описании изображаются предметы, люди, животные, природа. В рассуждении излагаются причины явлений и событий, их взаимная связь. Рассуждение обычно состоит из 3 частей. Тезис, доказательство, вывод. В некоторых рассуждениях может отсутствовать тезис или вывод. Учимся применять прием фотографирования. Если содержание высказывания можно передать одной фотографией, то это описание. Если содержание высказывания можно передать несколькими фотографиями, то это повествование. Если содержание высказывания нельзя передать в фотографиях, то это рассуждение. Упражнение 1. Прочитайте, определите тему описания, используя схему. Какие выразительные средства помогают ярче представить картину зимнего утра? Можно ли передать содержание текста одной фотографией? Утро белое, пушистое и радостно светлеет. На заре в далеком высоком здании окна горят. И не можешь сказать, от зари этот цвет или свой, домашний, остался забытый. Тема текста «Раннее зимнее утро». Выразительные средства – это эпитеты «белое, пушистое», метафоры «радостно светлеет, окна горят». Да, это описание, и мы можем передать текст одной фотографией. Упражнение 2. К какому типу речи относится данный текст? Почему? Отметьте слова, характерные для данного типа речи. Поставьте вопрос к тексту. Можно ли передать содержание текста одной фотографией? Этот текст относится к типу описания, потому что отвечает на вопрос «какой?». Здесь характерны такие слова, как уникальные, с узорами, резная, простым, угловых. И содержание можно передать одной фотографией. Поэтому это описание. Упражнение 3. К какому типу относится данный текст? Почему? Обоснуйте свой ответ. Используйте вводные слова, выражающие порядок явлений, мыслей и связь между ними, различные чувства. Данный текст относится к повествованию. Во-первых, отвечает на вопрос, что произошло. Во-вторых, автор передает не только факты, но и эмоции, а также использует живую речь для передачи рассказа. В-третьих, можно сделать несколько кадров. Упражнение 4. Послушайте легенду. О чем она? Определите, к какому типу речи относится текст легенды. Какой вопрос можно поставить к тексту? Текст о любви правителя Тараза Карахана и дочери самаркандского хана Айши. Тип повествования. Можно снять несколько кадров. Последовательность действия. Правитель увидел Айшу и влюбился. Отец не хотел отдавать. Дочь тайно бежала. Во время остановки ужалила змея. Приезд Карахана мулла обручил. Он успел поцеловать, она умерла. Поклялся любить. Мавзолей. Вопрос к тексту. Что произошло? Упражнение 5. Ознакомьтесь со схемой рассуждения на тему город, имя, существительное. Найдите в ней тезис, доказательство, вывод. Укажите вводные слова. Город, имя, существительное. Слово город, имя, существительное. Это тезис. Теперь доказательство. Во-первых, оно обозначает предмет в грамматическом смысле этого слова. К нему можно задать вопрос «что?». Во-вторых, слово «город» относится к одному из 3 родов, а именно к мужскому «мой город», «древний город». В-третьих, слово «город» склоняется, то есть изменяется по падежам.
Именительный падеж город, родительный города, дательный городу. В-четвертых, предложение слова город чаще всего бывает подлежащим дополнением или обстоятельством. Все вот это, то, что я прочитала, это доказательство. И вывод, последний абзац. Итак, мы доказали, что город имя существительное, потому что оно обладает всеми признаками данной части речи. Укажите вводные слова. Вводные слова, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. Итак, упражнение 6. Напишите текст рассуждения на тему слова «памятник», имя существительное. Слово «памятник» является именем существительным, что можно доказать, проанализировав его основные грамматические и лексические признаки. Во-первых, имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет, явление или понятие и отвечает на вопросы «кто» или «что». Слово «памятник» отвечает на вопрос «что», обозначая объект, который создан в память о каком-то человеке или событии. Например, в предложении в центре города установлен памятник. Слово «памятник» обозначает конкретный объект, который выполняет мемориальную функцию. Во-вторых, имена существительные имеют категорию рода, числа и падежа. Слово «памятник» относится к мужскому роду. Этот памятник может изменяться по числам «памятник», «памятники» и склоняться по падежам «памятника», «памятнику», «памятникум» и так далее. Эти грамматические признаки тоже указывают на то, что слово «памятник» – это имя существительное. Кроме того, памятник может выполнять функцию подлежащего или дополнения предложений, что характерно для имен существительных. Например, в предложении «памятник был возведен в честь героя войны» слово «памятник» является подлежащим. Таким образом, на основе всех вышеуказанных признаков можно сделать вывод, что слово «памятник» действительно является именем существительным. Упражнение 7. Прочитайте, укажите количество абзацев, сформулируйте микротему каждого абзаца и запишите. В тексте 3 абзаца. Первый абзац о городе Туркестане, откуда родом древние поэты, философы и другие деятели. Второй абзац – Тарас, город купцов. Третий абзац – отрав, который расположен в 2 частях света. Название текста соответствует содержанию. Тип текста – повествование. Упражнение 8. Ответьте на вопросы. Ответы первого столбика. Ясы в Туркестане более 2000 лет. Пешеходный мост в Атырау. И книга рекордов Гиннесса – это всемирно известный справочник, в котором собраны самые необычные и удивительные достижения людей, животных и даже природы. Она выходит каждый год и обновляется новыми рекордами. Я знаю, что туда попадают разные рекорды. И ответы на второй столбик. Ответы на толстые вопросы. Потому что он являлся важным торговым центром и стоял на Великом Шелковом пути. Потому что это первый памятник права казахов. Первоначально город находился в месте падения реки Урал в Каспийское море. Это напоминало лагуну. Слово «купец» сейчас не употребляется, это слово устарело. Близкие по значению слова «купить», «покупка». И потому что самый длинный мост в мире. Мост соединяет европейскую и азиатскую части Атырау. Протяженность моста 551 метр. Развитие речи. Послушайте мнение Саши Петрова из рассказа Алексина. Убедите его, что он не прав, опираясь на схему рассуждения. Я считаю, что Саша не прав. Правила языка изучать и применять должны все. Во-первых, если мы не будем писать по одинаковым правилам, то мы будем лучше понимать друг друга. Во-вторых, зная правила, любой человек будет знать, как учить иностранный язык, как говорить и писать на другом языке. Таким образом, очень хорошо, что никому не приходит в голову отменить все правила, кроме Пети, конечно. Упражнение 9. Диктант. Подчеркните орфограммы. Редчайшее имя, секрет изготовления, можно разглядеть, выдающиеся законодатели, торговый центр, пешеходный мост, местная достопримечательность, архитектурный памятник, древние города. Упражнение 10. Укажите верные или неверные ответы.
В повествовании говорится о действиях и событиях. Верно. В описании изображаются предметы, люди, животные, природа. Верно. В рассуждении вывод обязателен. Не обязателен. В рассуждении излагаются причины явлений, событий и их взаимная связь. Верно. Описание по-казахски бейнелеу. Здесь спорный вопрос. Бейнелеу. Если бейнелеу это рисование, то нет. А если это сипаттау, тогда да, верно.